Однополчане, родственники и друзья, возложив цветы в парке Славы, почтили память бойцов, погибших на горе Ахбюк 4 июля 1993 года. Затем, по сложившейся традиции, ветераны поднялись на саму сопку. Именно здесь 29 лет назад произошел один из самых драматичных эпизодов Отечественной войны народа Абхазии. В этот день на Ахбюк высадился вертолет Ми-8 с бойцами батальона «Горец». Учитывая стратегическое значение вершины, после ее освобождения абхазская армия планировала продвинуться дальше. Но как только вертолет приземлился, враги, поджидавшие в засаде, открыли огонь. Отстреливаясь, раненые бойцы пытались выбраться из горящего вертолета и занять оборону, однако успели немногие. Доброволец из Осетии Аслан Джатиев – один из тех, кто выжил в этом неравном бою. Один из первых я, наверное, вышел. Я, Джамал Балачиев, это за всего родственники. Тимур Кварча, его нету сегодня, малыш. Из первых мы, которые успели выскочить, и потом уже огонь, стрельба. Что я помню. Они нас определенно ждали, расставили, вот именно на этой поляне. Расставили пулеметы, расставили все, они нас ждали. До сегодняшнего дня я всегда это говорю. Всех вывел Валера Чешхале. Валера. Он нас всех вывел. Он знал дороги, он знал... Я откуда мог знать все дороги? В числе бойцов, проявивших мужество, самоотверженность и волю к жизни, братья Борис и Гопал Богателия. Выбравшись из горящего вертолета, едва не погибнув от пуль и угара, раненые и ослабшие, они все же сумели вырваться из пекла битвы. Они в упор расстреливали. Здесь трава много было. Вот трава нас спасла. Потом мы как-то не знали, в какую сторону нам идти. По сопку пошли. Там надо было дорогу перейти, мы перешли. А потом они очень сильно стреляли. Вот это косили они. Ну, как мы что смогли, тоже стреляли. Кто что смог. Поднялись до сопки, а мы спустились до речку. Нашли веревку. На этом веревке мы как-нибудь за речку мы перешли. А там остались ночью. Мы уже не могли ни туда, ни сюда, потому что очень сильно раненые были. Их оставить нельзя. Они говорят, давайте застрелите нас, вы идите. Как могли, так и тащили. Потом мы поднялись, 2-3 человека, не помню. А там уже в это время команда уже наступление пошло. Очень сильный бой было. А вот эти ребята сразу спустили, помогли. Наших ребят подняли до нашего баря. И потом кого, Господи, кто-то. Из 46 бойцов легендарного «Горца» в живых остались только 16. Позже некоторые из них погибли от полученных ранений и ожогов. 5 человек считаются пропавшими без вести. Среди них 19-летний Павел Ушаков из Сибири, служивший в российских десантных войсках. Все, что осталось матери Валентине Ушаковой – фотографии сына, сделанные в Гудауте перед посадкой в вертолет. Те останки, которые были здесь собраны, они же были захоронены сначала в Гутаутах, только потом в парке Славы. Ну а когда была вот эксгумация, то среди останков нашего сына не обнаружено. То есть они так, 3 из этого вертолета считаются пропавшими без вести. И мы ничего не знаем. У меня никогда не было тени сомнения, что мой сын жив. И я, видимо, так и уйду с тем, что в надежде на то, что все-таки мой ребенок остался жив, но где он и что с ним, не знаю. Каждый год бойцы батальона «Горец», друзья и близкие погибших приезжают сюда, чтобы отдать дань памяти боевым товарищам. Когда поднимаемся сюда, на душе становится легче, говорят ветераны. Уже 3 года тому назад мы как-то своими силами батальона «Горца» с личным составом мы пробили дорогу, там, в общем, сделали, невозможно было джунгли, действительно, потом как-то потихоньку, ребята очень многие оказывают нам помощь, как Аквафон, Мобайл, пивзавод и Мостострой. Каждый год поднимаемся, даем дан памяти погибшим воинам, потому что это действительно наши братья были, и боевые друзья, и братья. Вот. Я, как всегда, говорю, что мы могли бы оказаться на их месте, каждый из нас, но мы не имеем права забывать их. Героизм, проявленный абхазскими бойцами на горе Ахбюк, навсегда останется в истории Отечественной войны, а память о погибших всегда будет жить в сердцах народа Абхазии. Эсма Голанзе, Тимур Гугохе, Абхазское телевидение.